Друзья, всем привет! Привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня у нас в гостях вице-спикер Государственного собрания ЛТУМЭН Александр Григорьевич Подголов. Или для кого-то дядя Саша. Я должна это сказать, потому что я знаю, что все равно для нас, для многих молодежи, это такой важный человек, который тоже сделал свой вклад в развитие молодежной политики, культуры. И, конечно, мы, условно, как это, мы выросли на вас. Спасибо. Если бы, да, на ваших песнях, я шучу. Мне кажется, пока миллениалы где-то рядом, как сказать, в расцвете сил, молодежь, мы будем оставаться лет до 50, мы все еще молодежь, молодежный возраст все время поднимает. Да, у нас шанс есть, что У нас, да. До пенсии будем молодежь, потом резко Ну пенсионеры. и тут еще очень многое зависит, в каком коллективе работаешь, потому что я иногда куда-то прихожу, и меня все еще молодым называют. Ну да, Поэтому, Состояние души. да, еще успеете постареть, а может и не постареете. дай бог. Дай бог. Сегодня, конечно, хотелось бы в первую очередь с вами обсудить вопросы молодежи в целом, потому что я думаю, что вы, поскольку мы уже говорили, что имеете к этому, да, скажем так, прямое отношение и в то, что вы взрастили какое-то определенное поколение, да, и сейчас мы видим, ну, скажем так, разницу, да, нынешнего поколения, прошлого, что сейчас у нас общество немножечко меняется, становится более информационным, что как будто бы есть ощущение, что наша молодежь сейчас, ну, вот не так, как предыдущие поколения, где-то там в массах, в людях, да, а где-то больше дистанционно, там, в интернетах, там, в разных, да, вот в прочих таких движениях. Как вы считаете, есть ли вот эта вот разница, вы ее как-то ощущаете? Нет, ну, еще бы не ощущать. Разница есть. Когда ты сказала, имеет отношение к молодежи, да, самое интересное, что это даже закреплено юридически, потому что именно я один из авторов закона о молодежи в Республике Саха-Якутия, и это было в 1998 году. Ну, это так. Такой штрих небольшой, потому что нас, этих отцов молодежи, очень много, ну, хоть немножко, так сказать, выделиться среди них. А вот то, что ты говоришь, отличия очень сейчас большие. Я бы сказал, не совсем. Вот я сейчас смотрю, например, насчет одежды. Вот насчет одежды я, наверное, сказал бы, что я что-то смотрю, наоборот, возвращается та мода, которая была в моем поколении. А вот если уже говорить по отношению к жизни, то, конечно, и вообще и в поведении, и, я бы сказал, в выборе, ну, я бы сказал так, таких повседневных ценностей, не таких небольших, серьезных, а таких вот, кому больше люди сейчас относятся, каким-то вниманием уделяют, то, конечно, разница очень большая, по большому счету. Но когда уже начинаешь говорить о каких-то более серьезных вещах, таких, которые такие фундаментальные, то здесь меня радует, что все-таки в нашей стране это все-таки остается основой. Это вот отношение к дому, отношение к родителям, отношение, ну, как бы это пафосно не звучало, к родине, да? Все-таки в основной массе это вот, мне кажется, у нас это сохранилось. А другое вообще разница вообще. Хотя, я не знаю, мы тут можем поспорить, вот с Сашей и Дашей. Что-то вы вообще, у вас перестала музыка развиваться. По-моему, все перепевают все наши песни. Да. Вообще просто наши песни все перепевают. Ну, или нет? Но на самом деле сейчас есть тренд на ностальгию. То есть сейчас произошла какая-то удивительная вещь, на мой взгляд, да, в истории с точки зрения моды, как будто вот прямо сейчас молодежь, например, приходишь в секонд-хенд, да, и молодежь там сейчас ищет там одежду, вот прямо чтобы она была с дедушки, даже не с папы, уже там вот с дедушки, а может с прадедушки. Вот как у тебя вот пиджачок? У меня новенький. Нет, но покрой-то. Да. Фасон-то мой. Да, фасон как будто из вашего гардероба, да? Это с вас сняла. Поменялись. Да, просто мне
Ваша начальница сказала, чтобы я пришел в толстовке. Очень классная толстовка. Да, нет, правильно она сказала, то есть она такая говорит, молодежно будем делать. Такая, оп. Ну, и про музыку, конечно, так же, но все равно мы же еще говорим, что мы, ну, вот эта молодежь, которая сейчас есть, они подрастут, да, поколение зумеров, поколение альфа, да, которые помоложе еще, вот детки сейчас, они когда-то вот тоже зайдут и станут вот, писать будут законодательство. Они будут у нас сидеть в государственном собрании ЛТУМЭН, они будут принимать важные решения для будущего, да. И вот у меня вот такой вопрос внутренний мой, да, а готовы ли они это делать? То есть взращиваем ли мы ту молодежь, которая будет заниматься нормотворчеством? Конечно, готовы, они же классные, они очень умные, они, в общем, лучше, чем мы. Каждое новое поколение лучше, чем предыдущее. Ну, оно моральнее, допустим, вот, оно не дает себя в обиду, оно слушает свои чувства, прислушивается к себе, они стараются, ну, то есть они растут в лучших условиях, и у них больше времени для какой-то рефлексии о чем-то, и поэтому мне кажется, что вы как считаете? Ой, я бы, наверное, так сейчас не торопился говорить. Честно, у меня вот пока я сталкиваюсь с вашими ровесниками, с вашими и младше вас, к сожалению, очень мало ребят, которые готовы брать на себя ответственность. Да, это Я вот об этом. О том, что очень умные, креативные, раскованные, вообще вопросов нету. А вот по поводу взять на себя ответственность и сказать, я отвечаю, это большая редкость по сравнению с нашим поколением. Вот как раз об этом и был, вот это был подтекст моего вопроса, потому что я тоже замечаю, что есть такой момент, что да, мы здесь сейчас защищаем свои личные границы, но только личные, то есть какой-то такой немножко эгоцентризм просвечивает такой, а то, что мы коллектив, а то, что мы там вот команда, о том, что мы там сейчас все соберемся и как вот создадим нормотворчество, сделаем какое-то новое законодательство, как внесем какие-то изменения в эту жизнь. Да. Вот, нету, да, и знаете, я всегда был за то, чтобы, такой за яркий индивидуализм. Я за, но у вас-то индивидуализм вообще превратился даже второстепенный, даже никакой. Если можно сказать. Вот мы все индивидуалисты. И на самом деле пытаются выделяться уже бог знает на чем. Раньше-то были какие-то поступки, человека выделяли, еще что-то. А у вас сейчас выделяется, опять же, я не хочу гундеть. Мы наверное, уже там на той же ступени, мы тоже, у нас-то были поступки, а сейчас-то мы тоже чуть-чуть мы тоже чуть-чуть выросли. Мне бы правда хотелось, вот я когда смотрю, мне бы правда хотелось бы видеть поступок, чтобы человек отвечал за него. Ваши ровесники, которые младше вас, они все очень хорошо говорят. А вот совершить поступок, это уже проблема. А что поступок? Вот давайте. Взять ответственность. Это взять ответственность, это даже, даже в быту, это, к сожалению. Понимаете, вот я не часто езжу на автобусах, потому что, вообще практически не езжу. Потому что я когда захожу, кто-то мне обязательно там узнает, и там звучит что я или понтуюсь, или дешевый авторитет. Что-то реклама. Что-то такое, что-то. Но вот один раз, и вы понимаете, стоит, матом кроет. Нет, я сделал замечание. Но рядом стоят молодые пацаны, молодые девчонки. Ни один не делал замечания. Почему? То есть, боится, что? Типа моя хата с краю, ничего не знаю? Он просто боится сделать замечание человеку. Это как вы считаете? Это вот как? Вот это в быту, когда просто... Вступиться за кого-то, да? То есть защитить кого-то. Просто сказать, слушай, дружок, ты просто не матерись. Ты в общественном месте на секундочку. Да, а уж он боится, что он его оскорбит, ударит, еще что-то. Вот это как раз, вот это же поступок. Да, а потом он, наверное, выйдет и кому-то расскажет эту историю. То есть и где-то там, может, в интернете напишет,
что такое произошло, но то, что он в моменте... Ну, мы тоже не можем говорить за всех, да? Есть, наверное же, и какие-то лидеры молодежи сейчас, может быть, какие-то интересные персоны. Наверное. 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 А вы чего? Здрасте, а почему вы так говорите, наверное? Это я могу сказать, наверное. Я вижу, кстати, все равно я встречаюсь с молодежью, я вижу, есть лидеры. Но меня, знаете, что, девчонки, пугает? Вот я когда встречаюсь с какой-то молодежью, и очень выделяются ребята, которые сидят в первых рядах, и знаете, что я чувствую? Они хотят мне понравиться. Понимаете? И они будут отвечать и говорить то, что я хочу услышать. Не то, что их беспокоит, и то, что их интересует, а именно то, что я же начальник. Блин, может быть, благодаря ему я попаду куда-нибудь, он меня заметит, может быть, он мне даст потом грамоту, может быть, он мне напишет характеристику. Ну, мы же старики, нам же приятно, когда на меня смотрят преданными глазами. И мы такие. И восхищаются. Ой, Александр Григорьевич, вы такой, вы столько сделали для нас. Вот. Типа, и ни одного против мне слова не говорят. И когда он ко мне приходит, я, конечно же, растаял. Что тебе надо? Характеристику? Вообще подпишу. Грамоту? Да вообще на те 2. Да? Что надо написать? Молодец, хороший, красивый. Ходатайство надо написать, чтобы тебя куда-то включили. Все напишу. Гораздо же труднее тем ребятам, которые сидит и будет говорить. Но вы что похвалите на самом такого деле- человека. Они потом подумают, что вам нравится контрмнение, и вас, наоборот, Нет, замучают ну, нет, контрмнениями. я, к сожалению, не так часто сейчас встречаюсь с молодежью, но я всегда пытаюсь молодежь провоцировать. Я специально завожу темы, которые неудобные и которые требуют честности и ответа. Но вот эти ребятишки, которые хотят понравиться, они все равно вылавливают, чтобы мне бы как бы ответить, чтобы мне понравилось. Угадать, что же мне ответить-то, какой мне понравится. Очень много могу приводить примеров, но лучше не надо. А вы в юности какой были? Вот вы сейчас говорите, например, да, про такую молодежь, а вы каким были? Вот, то есть вы были таким на вызове, который ходит и такой только свою типа, рубит? Ой, нет, ну, это смотря где на самом-то деле. Потому что вот если юность, то брать ее комсомольскую, то на самом деле я правда был комсомольцем, правда верил в те идеалы, которые были. Я, наверное, и попал потом работать в комсомол, потому что я говорил то, что я чувствовал. Искренне. Искренне говорил. На самом деле в комсомол, знаете, почему попал? Я был на комсомольской конференции, она очень тихо так протекала, мне это все надоело. Я поднял руку, вышел на сцену и сказал, что мы вообще тут сидим, вот это, Так скучно. так скучно, неинтересно. А вот мы, там комсомольцы Якутского радиоцентра, там завели сберегательные книжки для детей-сирот, там первые в Советском Союзе. Вообще никто не заводил, мы. И вот такие вещи погнал. А что это? Сберегательные книжки для детей. Сберегательная книжка я знаю, а как это для детей-сирот? Понимаете, в детских домах раньше вот вы могли завести сберегательную книжку на своего ребенка. А дети, которые находились в детских домах, у них не было. И мы им хотели помочь, этим детям. И когда они выпускаются, у них не было денег, как сейчас дают в советское время. И когда мы пришли, и мы поняли, и воспитатели нам говорят, что это проблема, когда они выходят из детского дома, почему многие потом попадали в тюрьму. Он же привык, хлеб, колбаса, все бесплатно. Он не знал, что такое деньги. Он заходил голодный в магазин, брал хлеб, колбасу, Что ему надо, да? его ловили, ну и в таком духе. И поэтому мы тогда подумали, долго ходили, не знали, как им помочь, а мне моя мама, бухгалтер, сказала, она говорит, сынок, что ты паришься-то? Идете просто на предъявителя, открываете сберегательные книжки, кладете и дарите. И вот была тут такая ленская волна, клуб самодеятельной песни. И мы вот вместе с ними завели вот эти сберегательные книжки для детей-сирот школы номер 28. Ничего себе интересно. И вот эти девочек этих и парней, я сейчас многих встречаю, им, кстати, сейчас уже 50 с лишним Китайское, лет, что они они взрослые меня уже. до сих пор просят о помощи. Я говорю, хватит, вы же уже Живи сам. бабушки.
потому что я не настолько их, не так много старше был. Вот тогда меня пригласили работать в комсомол. Ничего себе. Вот только от того, что я там сидел, терпел, потом мне надоело, вот, мне показалось, что очень скучно, я высказался, и все. Ну, то есть получается, что у вас всегда была такая активная жизненная позиция, то есть вы видели какие-то... Да, это нет, ну или да, я? нет, активный я всегда был, но я больше эмоциональный, наверное, здесь. Тут подойдет слово эмоции. Я очень эмоциональный. Это еще так называется эмпатичный, то есть вы Это чувствуете... сейчас себя модно пропустить. так Да, да, говорить. сейчас это называют- Тогда у нас таких слов Можно не еще было. сказать неравнодушный. Да, Ну, и такие, ну, мы чуть другое все-таки было тогда поколение. Вот поверьте, мы же все равно, сейчас, если будешь говорить тут про Павла Корчагина, там Зою Космодемьянскую, многие даже ваши нынешняя молодежь даже не знают этих фамилий. А мы-то как бы были воспитаны на этих, скажем. на этих историях, этих Да. Нынешняя молодежь воспитана вами, да? Надо Ну, было. не нами, и самое главное, я могу сказать, что сейчас осознаю, когда мои друзья, мои там, одноклассники, мои ровесники начинают возмущаться, какая у нас молодежь, я им все время говорю, стоп. Это ваша. Это мы, это не они такие, это мы с вами купились на этого золотого тельца в 90-е годы. Это мы же начали отказываться от своих идеалов, это мы же... То есть это последствия принятых решений каких-то. Конечно, мы же тогда, вот, поверьте, мы же очень многие вещи, тут очень такая цепь, которая одна за другую зацепилась, и пошла эта цепочка. Тут виноватых уже не найдешь. Но на самом деле мы все должны эту вину брать на себя. Не только вот так вот сидеть и говорить, какие плохие вы, никакие. На самом деле это все с нас началось. Это мы где-то смолодушничали, где-то мы промолчали. Ну, это очень много примеров Это таких. просто жизнь. Там же как тяжелые времена рождают сильное поколение рождает слабое поколение порождает тяжелые времена. И вот это вот Ну, вот видишь, бесконечно. Саш, вот именно. Я вот сейчас, правда, когда оглядываюсь назад, и мне это иногда очень стыдно за многие мои поступки становится, и моего поколения, потому что, по большому счету, не один же Горбачев с Ельциным продали свою страну. Интересная тема у нас пошла. Ну, если говорить конечно. об наших... Конечно, мы конечно. были молодые в вашем возрасте, а мне кажется, что мы-то тоже причастны. Не все же там вышли на площади. Многих же мы считали дураками. Многие же купились за деньги и прочие, которые, что вот эти материальные блага, это гораздо лучше, чем нас воспитывали там о каком-то. Но вообще еще я думаю, что когда вот 90-е были, ну, то есть я по своему детству вспоминаю, да, что нашим родителям, мне кажется, им пришлось очень много работать. То есть это сейчас, например, мама в декрете, вот на сегодняшний день мама в декрете может получить пособие, и которых в целом может, ну, плюс-минус закрыть какие-то потребности. Не скажу, что все, но и не скажу, что это сейчас маленькие пособия. Но я помню, что моя мама, когда осталась одна с детьми, да, у нее не было никаких пособий. То есть ее задача просто была оставить нас дома, либо бабушке, либо соседям, либо куда-то, либо с собой взять на работу и идти работать там продавцом в магазине, потому что больше вообще у нее как будто выбора даже не было. Твоя мама, а я-то уже говорю о тех, которые могли принимать решения До развала Советского Союза. Да, те, которые они должны были принимать, а на самом деле не приняли их, а пошли же по простому, легкому пути. Очень многие вот эта приватизация, ведь вот эти все заводы, вот эти ваучеры, которые мы там получили, их же получили единицы, и обогатилось-то у нас не такое большое количество людей, которые сейчас... Я никогда не завидовал богатым людям, но я прекрасно знаю, кто деньги заработал сам, а кто их тырит. Еще одна интересная история. Яна, наш редактор так посмотрел на нас. Но на самом деле это тоже такой второстепенный момент, потому что вот у меня бабуля моя, она вся так говорит, я хорошо, говорит, жила при всех. Потому что когда ты живешь, ну, для себя честно, и для себя ты с собой согласен со своими решениями, то
тебе хоть кто директор, тебе хоть кто руководитель, тебе хоть кто глава города, республики, страны, ты все равно... Бабушка, наверное, моя ровесница. Нет, я шучу, но, по крайней мере, Да, я с ней она согласен. человек такой закалки того времени, конечно, безусловно. Даш, я просто пример приведу. Вот о том, о чем ты говоришь. Я, когда воскресный день, я никогда не беру эту персональную машину. Я всегда заказываю такси. У меня есть друг, к которому я езжу в баню. Да? И вот я заказал такси и поехал к нему в баню. Когда я сел в такси, мне хотелось выйти из этого такси, но уже опаздывал. Такси было очень грязное. Я хлопнул вообще. И вот мы едем, и вот мужик, он, наверное, мой ровесник. А может, даже старше. И вот он начал гундить, как мы плохо живем, какие у нас плохие дороги. Вообще, что вот у нас золото, алмазы и прочее. Я сижу и думаю, слушай, что ты гундишь? Ты порядок не можешь навести в своей собственной машине. Понимаешь, у тебя срач в голове. Понимаешь, при чем тут алмазы и золото? Не о том ты рассуждаешь. Да, Начни с себя. я сдержался, я не могу с такими людьми спорить, потому что у него виноваты в его жизни плохой все, кроме его самого. И потом мы ехали обратно в такси уже с другим, с молодым человеком. Такси чистенькое. Все прям, вообще вот прям классно. И я ему тоже такой вопрос задал, а он говорит, а при чем тут какие-то алмазы, там, бриллианты где-то же? Вообще, говорит, зависит от каждого человека. Меня же, говорит, никто не заставляет вечером. Но я понимаю, что я не совсем, у меня 2 детей, там, жена, там, прочее. Но я понимаю, чем просто сидеть, смотреть телек или сидеть в интернете, я сгоняю, выполню несколько рейсов, зарабатываю денег на бензин и не буду тратить их из домашнего бюджета. Как бы интересно. вот подход жизни. Ну, а с другой стороны, вот вам, пожалуйста, молодой, который берет ответственность за свою семью, и мой ровесник, который всю жизнь перекладывает ответственность на государство. У него все виноваты, кроме его самого. Вот я тоже самое хотела заметить, что тут вот обратный пример, что дело не в поколении, наверное, а в конкретных людях. Нет, ну это да, но, к сожалению, если уж продолжать ту тему, все-таки хотелось бы видеть больше среди молодежи людей, которые, чтобы их было больше, которые бы взяли на себя, брали ответственность. Давайте подумаем. У нас был выбор. А я вам просто вопрос задам. Вы мне скажите, вот сейчас будет изменение в Конституцию нашей. Вот. Да? И готовится закон о местном самоуправлении. И там предлагается, я не знаю, вопрос такой риторический, давайте попробуем на него ответить. Там потом в этом местном самоуправлении предлагается, чтобы депутаты выбирали из будущего главу муниципального образования, когда им даст кандидатуры глава республики Айсен Сергеевич. Вот. То есть он там не был, и он... вот нас 25 депутатов, и выбирает, кто будет главой города Якутска. Раньше-то выборы были, весь город избирал, да? Да. А теперь предлагается выбирать депутата, и только из тех, кого предложит глава. И то же самое в Верхневилюйске, в Вилюйске, В каждом районе. в Кабяе, в каждом районе. Вот у меня, почему так, вы думаете? Вот почему вдруг мы подошли к такому? Почему? Сокращаем затраты. Почему? У меня моя мысль, да, если так порассуждать, это одна из моих версий, что возможно, потому что люди, которые выбирают в целом выборщики, да, то есть голосующее поколение, давайте так, голосующее население, вот, они плохо ходят на выборы. Они не хотят брать на себя ответственность. Да. Это вот у меня такая мысль. Я думаю, что они считают, что от этого ничего не изменится. Так это как раз не хотят брать ответственность. Ты, Саша, хоть как ты это называй. Я лучше пойду, схожу в баню. Я не пойду на выборы. Я хожу на выборы. Нет, Саша, не про тебя. Я тоже хожу. Но, извини меня, у нас грубо 70% не ходит.
Смотрите, Александр Сергеевич-то почему над этой темой задумался? И не он один же. Почему, если вы помните, вспомните, Путин предложил не выбирать губернаторов, а назначать. Я напомню. Ой, зря я даже с вами нету. 2004-2006 год. Мы же не выбирали, а Путин предлагал, и депутаты выбирали, кого выбрать из них губернаторов. Почему? Может быть, потому что не из кого было? Ну, это тоже, кстати. Может быть, он просто не верил, кого мы тут выбираем-то? Ну, плюс еще все-таки централизация власти, затягиваются, меньше самоуправства. Для большой страны это как будто Саш, бы вот смотри, выигрышный. вот я пришел к власти. Вот ты пришла к власти. Ну, например, ты директор в школе. Вот ты как хочешь, чтобы у тебя в первом А была классная руководительница, классная, правильно? И в первом Б. И ты же хочешь сама подобрать, наверное. Да. Ты должна сама в них верить. Да. Свой А персонал. их выбрали, тебе назначили, напринимали. И ты даже не знаешь, что у тебя будет во втором Б, кто у тебя будет в третьем Б, в третьем А. Тебе дали, и ты должна их или перевоспитывать, но ты их не уволить не можешь. Ну, то есть ты в целом управления никакого на них не Но имеешь. есть другой же шанс, чтобы ты сама набирала и сама назначала. Ты какой выберешь? Сама, конечно. Ну, Но если я директор, у меня, наверное, есть соответствующие компетенции, так я вот. понимаю. Почему? Так вот смотри, вот здесь то же самое же сейчас. Если раньше народ, когда был активный, он выбирал, и ты посмотри, какие у нас звезды были Да. во всех главы городов, районов и прочее. А сейчас многие просто, кто попало же, идет на выборы и выбирает так же. И поэтому, может быть, глава идет на то, чтобы быть уверенным, кого он там выберет в Абыйском Улусе, кого он даст вот из этих двух ребят. Ну, а знает ли он, что там в Абыйском Улусе, что кто им там нужен? Конечно, знает. Да? Ну, тогда это прекрасное решение. Ну, вот нет, на эту тему надо просто спорить и разговаривать, потому что всем опять начинают говорить о том, что вот хотят забрать демократию. А на самом деле есть периоды развития нашей республики. И Россия выбирали губернаторов, Потом снова, да. потом назначали, а сейчас опять же избирают. Ну, на самом деле, вообще, я тоже смотрю, что касается выборов, когда смотришь явку там в конце, да, то есть по итогам, меня каждый раз, правда, удивляет маленькое количество людей, которые в целом ходят на эти выборы, потому что я, например, так воспитана, наверное, да, что для меня важно, что мне важно понимать, что я тоже за кого-то проголосовала и внесла какой-то вклад. И это про ответственность, что потом, например, я не сижу и не говорю, что типа вот этот вот кто-то меня не устраивает, даже, например, депутат там моего, да, Я не ходил, да, я не выбирал. Да. Меня он не устраивает. Ну, извините меня, чтобы тебя что-то устраивало или не устраивало, ты принимай какие-то участия. Допустим, вот ты приходишь, да, на участок, вот, где ты должен выбрать людей, и часто складывается ситуация, когда ты смотришь на этих людей и понимаешь, что ты никого из них не знаешь, и Вот читаешь это тоже хорошее просто замечание, их считаю. образование, место работы, и думаешь, вот что смотри, было бы лучше. Вот. А для этого как раз и надо читать. Я всегда говорю, вы перед тем, как голосовать, вы людей-то не слушайте, вы хотя бы прочитайте их биографию. В каждой биографии вы поймете, вообще человек что-то делал в жизни, вообще он что-нибудь сделал, и вот после этого голосуйте. Не может быть, что никого не выберешь. Это я понимаю, наверное, ты когда была молодая, например, ты заходила и думала, блин, ни одного симпатичного парня. Ну это, извини, Саша, я шучу. Не, я вообще... Вот. Ну или ты просто посмотрела и думаешь, ой, а что одни эти старики-то, ни одного молодого. Многие же так начинают оценивать. А они смотрят вообще... Я когда с избирателями разговариваю, Саш, вот много, и я понимаю, что люди, почему вот эти политтехнологи-то хорошо живут? Потому что они суют то, что, как они говорят, то, что народ хавает. И Бог знает, из кого делают звезду. И его избирают потом.
Потому что мы сами не берем на себя ответственность и не заставляем свою голову трудиться, чтобы маленько почитать, что это за человек. Ну вот там базовая информация написана про людей. Может быть, его сделали директором этой компании 15 минут назад, чтобы для того, чтобы красиво смотрелось на бумаге. А ты смотри год назначения. Да, вот Подожди, надо нет, смотри, серьезно. я тебя разубежу, потому что перед входом не в самой бюллетне, а перед входом обязательно висит очень большая, подробная автобиография. Человек, который сам пишет. И просто биография его есть. И если его назначили 15 минут тому назад, ты там увидишь. У Что меня это 15 возник минут вопрос. назад? А что мы, вот, например, да, то есть мы же активные голосующие, мы активные жители своего города и республики, то есть мы заинтересованы в том, чтобы было классно и хорошо. То есть, давайте подумаем вот быстренько, потому что у нас эфирное время заканчивается, да, что мы можем сделать, или какое действие, какое-то быстрое, понятное, короткое действие надо сделать для того, чтобы люди хотели голосовать? Ой, это, понимаешь, вот люди, которые давно решили не голосовать и не ходят, у них есть навсегда одна простая отмазка. И как их от этого отучить, я не знаю. За власть все давно решили. И сколько ты ему не доказывай, он все равно говорит, все это ерунда. А ты что За думаешь? нас уже все давно решили. Я думаю, что мы все равно движемся к назначению власти. Может быть, оставим какую-то одну крупную и потом к назначению, и, возможно, когда-нибудь вернемся. Это же все циклично. Ну, как будто, я считаю, что для страны это хорошее решение, когда назначают, потому что очень большая, очень... Ну, это тоже мнение, да, то есть что... Но депутатов-то мы все равно избирать будем. Да, там вот... И Надо главу вот региона серьезно. тоже. Хорошо. Спасибо, что у нас есть еще такая возможность. На самом деле, я уверена в том, что сегодняшний наш эфир, да, он у нас получился про ответственность. То есть мы-то думали, что мы будем про молодежь говорить, а в итоге мы заговорили с вами про самое важное, на самом деле, про взятие ответственности за свой выбор, за свои решения. Вот, как хорошо. Хорошо? Да, чудесно. Посмотрим. Поэтому, да, друзья, большое спасибо вам, и будьте ответственны, и помните, что на самом деле за нас не все решили, что у нас всегда есть возможность выбирать, да? Куда ходить, за кого голосовать, какие решения принимать в бытовых вопросах, либо в важных политических. Да. Или правильно переходить улицу на зеленый свет, или взять, даже если когда нет машин, но рядом есть дети, и взять и перейти на красный.